Всем привет, меня зовут Аина, и сегодня будет необычное видео. Видимо, идеи для видео я никогда не придумаю, а снимать ролики надо. Самая банальная и скучная вещь, но самая, наверное, ходовая и бессмертная — это новостные ролики. Я никогда в своей жизни не уделяла большое внимание новостям в стране и в моем городе, поэтому я не знаю, как рассказывать новости, но я попробую сегодня. Это будет такой пробный, пилотный выпуск, как хотите. Вот. Сегодня мы поговорим о новостях в России и в Якутии. В общем, как пойдет разговор, что я успею придумать, то и расскажу. А перед началом этого видео не забудь поставить лайк, а также подписаться на мой канал. Начнем, наверное, с самого главного. 2 дня назад, совсем недавно, Госдума в своем втором чтении приняла законопроект о просветительской деятельности. Это значит, что скоро почти все люди будут просветителями. Как это объяснить? В общем, не так давно, месяц назад, был небольшой бум насчет этого законопроекта. Мне нравится подавляющему большинству просветителей. У просветительского сообщества вызывают большие опасения. Против этих поправок выступает все научно-популярное сообщество. Закон о просветительской деятельности. Зачем еще один максимально абстрактный закон? Закон о просветительстве. Государство хочет регулировать передачу информации одними людьми другим людям. Было внесено предложение о том, чтобы контролировать наше образование. И вот эта просветительская деятельность, законопроект о просветительской деятельности мог бы контролировать вот это вот наше образование и нашу культуру. То есть, если вы являетесь просветителем, а это определение в этом законопроекте очень широкое, то вам придется идти и прям таки писать заявление, законодательностью на бумажках закреплять и брать разрешение, чтобы вести свои лекции. Что ж такое просветительская деятельность? Согласно документу, просветительскую деятельность, в том числе научно-популярные лекции, а также любую работу вузов, связанную с международным взаимодействием, должно будет контролировать правительство. Несколько дней назад этот законопроект уже прошел половину своего пути. Ему осталось пройти к Совету Федерации и пойти за подписью к президенту. И тогда этот законопроект будет принят и уже вступит в силу. Просветительская деятельность – это осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенций в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей, интересов и затрагивающие отношения, регулируемые настоящим федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Как мы можем понять, определение супер размытое. То есть под просветительской деятельностью попадает очень много людей. Например, как варить пельмени. Это же передача знаний и умений. Также, скорее всего, усложнится работа онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ или же изучению английских языков. Ведь это тоже передача знаний и умений. И вот порядок и условия формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за ней устанавливается правительством Российской Федерации. Что вы поняли с этого предложения? Я тоже ничего. То ли дело настоящие просветители науки, ученые, которые изучают целую науку и говорят, обучают людей науке, которые посвятили этому целую жизнь. Или же люди, которые снимают видосики, как варить пельмени или как наносить макияж. Вот они все сейчас находятся в одном большом понятии, как просветительская деятельность. Не знаю, что будет дальше, посмотрим. Ой, блин, вы меня простите, я... Сорян. Ксения Собчак приехала в Якутск и посетила Амгу. Потому что здесь река, здесь всегда ветер. Прямо красота. Наконец-таки мы в снежной пустыне. Белый ленд-крузер и мы с тобой. Потому что мы в очень романтических местах работаем, конечно. Это очень красиво. Первый заместитель главы английского района Гордон. На границе. На границе английского улуса. То есть у нас первый наслед, который начинается английский улус, это эмис наслед
глава места наследия. Здравствуйте. Главная новость Якутии. Все паблики новостные наши были заполнены этим событием. Она приехала тоже не так давно, уже уехала. Кажется, она приехала на 2 дня. И знаете что? Человек влюбился в Якутию. Она взяла интервью у Айсена Николаева, нашего главы вроде бы. Видела какие-то кадры, фото, что они сидели вместе. И она взяла еще интервью у якутского режиссера, который снял фильм «Пугало». И немножко попарилась. Ей сделали массаж. Я без понятия, когда у нее выйдет интервью, большое расследование, возможно, или что-то такое. Ну, круто, что в Якутск начинают приезжать такие люди. Или они приезжали раньше, просто я об этом не знала. Но что приехала Собчак. Прикольно, что она получила подарок от Айсена Николаева в виде фотографии ее отца. Ну, в целом прикольно. И приехала она вовремя, потому что как раз наступает весна, на улице благодать, свежий воздух. Конечно, все очень красиво. И эта новость плавно перетекает в другую новость про нонсенс, про прорыв якутского кино. Якутский фильм «Пугало» выходит в прокаты российские, что он номинируется там наградами, честно, я не помню, но очень много положительных отзывов об этом фильме. К сожалению, я не смотрела этот фильм, но это режиссер Дмитрий Давыдов, режиссер, сценарист, продюсер, в общем, человек, который занимается кино, вырос в Якутии, в Амге, и очень приятно узнавать, что наши якутские фильмы производят фурор не только у нас, но и в России, да и вообще за пределами России тоже были случаи, кажется. Ну, почему я об этом не помню, я не знаю, просто такой интересный факт. Вот, ну и интересно, что этот человек, режиссер, вообще имеет образование учителя начальных классов, и то, что он нашел себя в кино, это чисто его огромное желание, возможно, любовь к фильмам, к съемке кино. Это очень радует. Очень радует то, что человек, который, будучи не имея никакого образования кино, стал весьма значимым человеком в этой индустрии. И это очень круто. А также этот чувак снимал другой фильм «Костер на ветру». И этот фильм тоже собрал много наград. Соединяя эти два новости, Ксения Собчак, она брала интервью именно у него, как я уже сказала. В общем, я рада. Вот. Ну и последняя новость, тоже о Якутии, как ни странно. Ну, мы узнаем после этого видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вам интересно было узнать, послушать. Якутские новости вам интересны или нет? Возможно, российские новости. Может быть, мы будем говорить о всем мировых новостях. Наш город прославился нашим классным, крутым мэром Сарданой Аксентьевой, что она была самым лучшим мэром. К сожалению, она ушла по состоянию здоровья с поста, и сейчас идет активная борьба, идет активная агитация по нашему городу, всякие вывески, все дела. Но главные кандидаты — это Григорьев. Сейчас. Главными кандидатами являются Григорьев, Федоров и Обедин. Но это 3 главных кандидата, между ними идет ожесточенная борьба. Я, конечно, в политику не углубляюсь. Буквально вчера, позавчера, на днях сняли одного кандидата, Федорова, который был самым вероятным кандидатом в мэры. Вот так и идет борьба между 2 мэров. В общем, посмотрим, поживем, увидим. Ну, а я хочу спросить у вас, за кого вы? Ну и на этом все. 4 вести, 4 новости. Я не знаю, как я назову эту рубрику. Я вообще не знаю, вытащу ли я это видео. Надеюсь, вытащу, потому что снимать мне нечего. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, потому что, мне кажется, эта рубрика как раз таки требует комментариев, чтобы мы с вами обсуждали новости, делились новостями, обсуждали наше мнение. В общем, пишите, в каких сферах жизни вы бы хотели узнать побольше новостей. Может быть, это с культуры, а может быть, с политики, может быть, с экономики, возможно, с чего-нибудь еще. Поэтому мне было бы интересно. Если ты досмотрел до этого момента, знай, что ты герой. А на этом все. С вами была Аина. Пока. Вот я дура. Я все время вот так вот сидела и убрала кольцевой. И так даже приятнее теперь смотреть на кадр. А я целое видео про...
Как вам мой камин? Пока.